Благословение и милость Божия да будет с вами. Идеал православного монашества с уединенной молитвой и безмолвием мало понятен западному миру. Практичная Европа и расчетливая Америка даже святость хотят измерять в категориях общественной пользы. Но 20 век многое изменил и на карте мира, и в людских головах. Когда через границы бывшей Российской империи хлынул поток иммигрантов, которые хранили русские иконы и строили православные храмы, мир встретился с православием лицом к лицу. Настоящим откровением о православии стал для мира прозорливец и молитвенник, пастырь Христов, душу свою полагающий за чад своих, и блаженный чудотворец, один из апостолов нового времени, сохранивших русскую церковь в рассеянии, архиепископ Иоанн Максимович. Своей удивительной жизнью он многое сказал о любви, о милосердии, о монашеском подвиге и об истинной церкви, которой принадлежит всей душой. Он служил как архиерей, он, несомненно, следовал чинопоследованию архиерейской службы, но известно, что после службы, особенно в будние дни, и об этом вспоминают и шанхайцы, и в Сан-Франциско, владыка вообще очень долго задерживался в храме, как можно дольше, то есть после служения литургии он не спешил выйти из храма, даже если были дела, а наоборот старался как можно дольше в храме задерживаться. И очевидцы рассказывают, что вот после будничной службы в Шанхайском соборе с порученностью грешников, как владыка подходил к каждой иконе, то есть он стоял перед, приветствовал, разговаривал со своими друзьями, с друзьями Господа, со святыми. Он обходил абсолютно все иконы. И вот только после этого покидал пределы храма. And I feel very fortunate to have known Vladika and be born into the Orthodox faith. Правильно песня после крест твой. Он не сходил в ад, твой людей приучения, твой женишь, ты готовил уверия, ты предихчаешь приучение, кто знать по условиям. А говорится о Христе свой. Видно правильно объявил разбойник. Протри Христа, подруси Пилата на лобби. Два разбойника этих жизнодавцев. Но только хлеб Спасителя был спасением для всего человечества. Воскреснулся позади, он и забудет мира победа победа. Победа тела и победа смерти. С ней два креста. Один был спаситель для того, который висел на него. Другой был для него 10 ват. Два разбойника висели на крестах возле Господа Иисуса Христа. Один худил все время его, продолжал худить, а другой, начавший было худить, потом образумился. И познав все прещения, возопил Господу: помилуй, Господи, за притчу царствия.
и ответил Господь: не со мною будешь в раю. Так, через крест, через страдания веровал разбойник благоразумный, распятого Христа. Веровал, как бы их познать благословия. Но когда мы пришли силу Господней, он познал в нем самого Сына Божия. Понял, что тот, который висит в славе в бесчестии, есть славный Царь славы. Понял, что тот, который сейчас кажется немощным и слабым, Царь всемогущий, то есть властитель всей вселенной. Итак, открылись умные очи, душевные очи тому разбойнику, который висел с правой стороны. Существо, что он пришел через покаяние, через смирение. Также Христос видел себя против всех человек. Увидел себя для того, чтобы всех стереть и уничтожить. Грех гордости Адамовой. Такие разбойник смиренно, познавший прещение, просил косо прощения. И число явился ему Господь во всей своей славе. But when you are in pain, you come closer to God, and when you feel that, it's a very joyous, with tears in my eyes. It is a very joyous feeling. Владыка Иоанн самый глобальный святой в истории церкви. То есть ни один святой, во всяком случае неизвестный мне, жил в стольких странах, как Владыка Иоанн. То есть он, во-первых, он наш современник. Он жил 3 последних года своей жизни в Сан-Франциско, в городе, который известен некоторыми, не только своей красотой, но и некоторыми своими пороками и вольнодумством. Он ходил по нашим улицам. Он жил почти на всех материках. То есть он родился в Российской империи, затем семья жила в Сербии, он был назначен архиереем, жил в Китае, он вывел свою пасту на Филиппинские острова, он одни сутки был в Японии, затем он приезжал в Вашингтон, чтобы выхлопотать беженский статус для своей пасты. Затем он был назначен правящим архиереем в Западную Европу, посещал большую часть стран Западной Европы. И последние годы своей жизни он был архиереем Сан-Франциско. Будучи здесь, он служил в городе Ванкувере, в Канаде. Он навещал своих родителей в Южной Америке. То есть он путешествовал на самолете. Он наш современник, был почти на всех материках.
Строгий аскет, кормитель обездоленных, апостол последних времен. Он никогда не ложился спать, и ночи его проходили в молитве. Сам Господь открывал ему, кто нуждается в помощи. Владыка исцелял безнадежно больных, обреченных на смерть людей. Неожиданно являлся там, где был особенно необходим. Заранее знал нужды и печали приходивших к нему. От него исходила сила, привлекавшая людей больше, чем бесчисленные чудеса. То была сила любви Христовой. Еще при жизни на просьбы, обращенные к Владыке, он не только находил слова утешения, но и сразу же начинал действовать. Для верующих всего мира святитель Иоанн Чудотворец, скорый помощник всех сущих в бедах, болезнях, скорбных и опасных обстоятельствах, хранитель путешествующих, утешитель страждущих. Составляем вот такое единое, и все это как бы вокруг главы вот этой семьи. Конечно, глава семьи всегда Христос, ну, вот, Владыка Иоанн служитель Христов, вот, чадо Владыки Иоанна — это все те, которые его любят, которые к нему обращаются, и те люди, которые стараются жить по его заветам. Святитель Иоанн – воплощенная любовь Божия, бескрайний океан любви, устремляющийся на помощь еще прежде прошения нашего ко всем терпящим бедствия, независимо от их вероисповедания и национальности. Люди, однажды получившие благодатную помощь Иоанна Чудотворца, уже крепко держатся за его святительские ризы, во всех печалях, нуждах и напастях призывают его святое имя. В тяжелых скорбях и болезнях книги об Иоанне Чудотворце или его иконы врачуют душевные и телесные наши недуги. Иконы Иоанна Чудотворца в машинах, вертолетах, самолетах, на воде и под водой – это благодатный страховой полис, безотказно действующий в случае заблаговременного молитвенного призывания святого. Нет таких болезней, скорбей и нужд, в которых святитель Иоанн не помогал бы нести свой крест. Недавно приезжал игумен Филофейского монастыря Сафона. В прошлом году приезжал архимандрит Ефрем из Ватопеды, тот, который привозил поезд Богородицы в Россию. Вот. И со всего мира приезжают, и, конечно, когда они сюда приезжают, мы с ними сродняемся. С ними знакомимся. Если у людей скорбь и беда, они делятся. Вот их скорбь, их беда становится нашей бедой, нашей скорбью. И когда Господь отвечает на их молитвы, особенно так, как им хотелось бы, вот, их радость становится нашей радостью. Кто любит немножко подвиг, кто проявляет ревность, кто любит богослужение, кто озабочен воспитанием детей в православном и патриотическом духе. Вот эти люди как бы являются учениками и действительно чадами Владыки Иоанна не только на словах,
действительно в его духе. Christos voskres, Christos anesti, Christ is risen. It is a joy to stand in the Holy Church where the relics of St. John Maximovich reside. And my heart is filled with the joy of the risen Christ. Because he is, he told us, he is the God of the living, not of the dead. When he said, I am the God of Abraham and Isaac and Jacob. And he is also God of the living, St. John Maximovich. In all Orthodox countries, there are thousands, even millions of saints. In the ground of the people is the blood of the martyrs. In the United States, we have very few. It is such an honor for us that God has given us St. John of San Francisco and poured out his grace on St. John because people from all over are writing him letters. And he answers those letters. No matter what the need of the person is, if they have faith, God uses St. John to bring the answer and to bring the healing. I am thankful that God gave me a love for St. John. I'm so thankful that he's part of my life. And I know that his prayers are helping to keep our nation from totally falling apart. We have left Christ. The families are falling apart today. No one knows what a real family is anymore, and that is why we need to reach out to St. John and beg him to intercede to Christ for us so that we can restore this nation into what Christ intends it to be. I believe that St. John is a great instrument for that effect, and I am so thankful that St. John is in my life. Попечение Твое, о пастве странствие я, все прообраз и молитв Твоих, за мир весь присно возносимых. Тако веруем, познав любовь Твою, святителю и чудотворче Иоанне. Весь от Бога освящен священнодействием пречистых тайн, ими же сам присно укрепляем, поспешал Иси ко страждущим, целителю отраднейший, поспеши и ныне в помощь нам, всем сердцем чтущим Тя.